Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Руководством столичной полиции принимаются все меры для профилактики правонарушений среди студентов. В стенах ПТУ-7 состоялась очередная встреча Николая Ивановича Кульбертинова с руководителями учебных заведений Якутска. Повесткой дня стала организация добровольных народных дружин из числа студентов, где для представителей были подготовлены алгоритмы создания общественного объединения. Такие встречи будут проводиться во всех округах нашего города. В мероприятии приняли участие ребята из отряда имени Станислава Гламарева, сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебного долга. Подростки, ранее состоявшие на учете в ПДН, уже не один год успешно занимаются общественной работой и помогают в охране общественного порядка. Самая главная задача, конечно, это по охране общественного порядка мы хотим как опробировать и например, нашему округу создать ДНД силами учебных заведений и нашими силами, совместным усилием обеспечить охрану общественного порядка нашему округу. Такие же процедуры пройдут во всех округах города Якутска. Где учебные заведения есть, например, ЯГСК, мы тоже встречались, но они свои территории и в какой-то мере, например, автодорожный округ. Тоже таким ситуациям мы по всему городу пойдем и построим в настоящее время таким образом. Поэтому то, что мы сегодня собрались и начнем реально работать, я думаю, что оно в какой-то мере принесет результаты. Также Николай Иванович рассказал об изменениях в полиции. Произошли структурные изменения. Теперь в городе Якутске 3 отдела полиции и Жатайское отделение. Бывший первый отдел влился в структуру столичного управления. Это межмуниципальное управление МВД России Якутская. Поэтому 4-й переименовали в 1-й, а 2-й и 3-й остались при своей нумерации. МУМУ вернуться это само управление. Наше управление. Мы обслуживаем 2 округа. Это строительный округ и Губинский округ. Территориально поняли, да? 1-й отдел полиции, это 4-й отдел, переименован на 1-й отдел полиции, обслуживает автодорожный округ, Сайсарский округ. И все поселки, которые лежат южнее города Якутска, это Владимировка, Катассы, Табага. 2-й, 3-й отдел, они остались. Только 4-й отдел стал 1-м отделом. 2-й отдел обслуживает у нас Октябрьский округ и Центральный округ. 3-й отдел обслуживает Гагаринский округ и Промышленный округ и все поселки, которые лежащие севернее нашего города Якутска. Это Марка, Кангаласы, Тулагина и Маган. Это все поселки. И отделение полиции Жатая, в котором есть свое отделение. Кроме этого, существует 2 пункта полиции. Это пункт полиции Студгородок, где Северо-Восточный федеральный университет, и пункт полиции село Хатасы. Итак, нашего сегодняшнего круглого стола, это составленный алгоритм оказания общественного формирования народной дружины. Да? То есть как создать народную дружину. Это сегодняшний апофеоз нашего круглого стола. Те ребята, которые в некотором смысле были замечены, в случае они станут рядовыми дружинниками. По инициативе министра внутренних дел по республике Саха-Якутия Владимира Николаевича Прокопенко для подростков, состоящих на учете в ПДН, открылись двери спортивных объектов МВД. Сотрудниками полиции на постоянной основе организованы секции, закреплены ответственные лица. Подучетники межмуниципального управления МВД России Якутска занимаются в спортивном зале СОБРа, отдела полиции номер 2 в спортивном комплексе «Динамо», отдела полиции номер 3 в здании управления столичной полиции. Подучетников отдела полиции номер 1, бывший 4-й отдел полиции, взяли под свое крыло бойцы ОМОНа. В здании межмуниципального управления МВД России Якутска занимаются ребята, проживающие на территории отдела полиции номер 3, а также ребята, состоящие на учете в ПДН данного отдела. Участковые уполномоченные 2-го городского отдела полиции выявили очередной факт незаконной торговли алкоголем.
От граждан, проживающих на улице Горького, во второй городской отдел полиции неоднократно поступают сигналы о том, что в магазине «Трапеза», расположенном на той же улице, незаконно торгуют алкоголем в вечернее время. Подъехавшие в 8 часов к «Трапезе» сотрудники полиции ждали недолго. Наступил означенный час, а из торговой точки, как ни в чем и не бывало, продолжали выходить граждане с приобретенным алкоголем. Фиксировали, что вы из магазина вышли? Участковые остановили девушку, купившую пиво, а следом за ней уже шли следующие покупатели с полным пакетом спиртного. По всему было видно, что в магазине, несмотря на неурочное время, идет бойкая торговля горячительными напитками. Участковые вместе с незадачливыми покупателями вошли в магазин. Вечер добрый. Здравствуйте. Второй отдел, родной. Продаем? Да, продаем. Ясно. Видите, да, людей? Все. Да, пока на фонаре. По дорожке кто ехал? А вы куда, малыш? Не хотите уже покупать, да? Ничего. Вы ничего больше не хотите покупать? А что вы хотели покупать? Что вы хотели покупать здесь? Спиртное, да? Покупайте, люди пиво любят. Покупать надо вовремя. Да, вовремя. Сигареты. Тут у нас шоколадки, кондитерские изделия, пожалуйста. А в другой отдел как пройти можно? Там закрыто? Там уже? закрыто, ага. А отсюда можно? А там вот что у вас? Бытовая, да? Ну там алкоголь. Там алкоголь, да? Да. А можно посмотреть? Откройте шторку. Открой. А шторку можно приоткрыть, посмотреть, что там? Только приоткрой. Да, вот сюда, поставьте, посмотрите. Там, а там что находится у вас? А, это другой отдел, да? Это другое. Там, где алкоголь находится, да? Девушка, ну у вас же этот отдел не закрывается на ключ? То есть, если бы там был другой подотчет, он бы как-то это запирался? заведующий, пожалуйста, завтра подойдете. То есть, там доступ свободный, просто К шторочкой, ним да? подойдете и все вопросы, пожалуйста. Понятно. Хорошо? Нет, ну, я 8:20. Вера просто... Ивановна у меня заболелась. У меня был свой Я просто зафиксировала, что у вас он не закрыт. Вы говорите другой подотчет, если там другой подотчет, он же должен как-то закрываться. Другой подошел, обманывай там. Конечно, обманываю. То есть там находится у них такое же пиво, да? Да, такое уже пиво, дата разбила совпадает. Вот 4 купов. Получается, Что совпадает? изъятое пиво у гражданки, да? Угу. Ну, совпадает вот эта дата разлива и вот штрих-код одинаковый. Они Это вы получается, достали из ну как бы получается одна партия. В присутствии понятых были получены объяснения от покупателей и охранника. Спиртное было изъято, а оплошавшие покупатели остались на неопределенное время и без денег, и без пива, которое, как вещдок, будет направлено в Министерство сельского хозяйства. С 1 ноября в бриллиантовом цирке Якутии. Легендарные артисты, фантастические аттракционы. Не пропустите советский цирк. Звоните. Давай, лети. Потеряем еще. Как фамилия у... Это ИП или что?
участковые уполномоченные уже привлекали продавцов из этого магазина к административной ответственности, но, как видно, мелкие штрафы не пугают владельца торговой точки. Поэтому участковые приняли решение направить материалы в Министерство сельского хозяйства для оформления штрафа на юридическое лицо, который составляет до 300 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя и до 500 тысяч для общества с ограниченной ответственностью. Кроме этого, за указанное правонарушение хозяин магазина может лишиться лицензии на торговлю. Оперативники столичной полиции надеются на помощь горожан. По подозрению в совершении кражи разыскивается гражданин Галардан Сергей Владимирович, 1989 года рождения, уроженец города Черский. Возможные места появления – ночные клубы, рынки и торговые центры города Якутска, также район ГРЭС. За совершение ряда преступлений разыскивается гражданин Панов Юрий Алексеевич, 1996 года рождения, без определенного места жительства и работы. Возможные места появления – крытый рынок, кафе «Харли», торговый центр «Апельсин», а также технические этажи номера 16/1, 16/2, 16/3 по улице Федора Попова. При обнаружении данных граждан сообщить по телефонам 8924 469 43 74, 8964 420 37 80, 44 30 05 или обратиться в отдел полиции номер 3 по адресу Циолковского, 24. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энбегін меген кытары, қампытын кырдалын әнеме, әнме қәппетін бір тылы, әйегін тапты бүлдебеті. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қә, әйе қәппеті қәбіппін, бір тылы доғыру. Аты бар туранын ону, сибекки тупутун кереспе. Қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе қәппеті қәбіппін, бір тылы доғырым. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе қәппеті қәбіппін, бір тылы доғырым.